Совсем недавно на Назрани начал свою работу первый в республике культурно-досуговый центр для молодежи. Этот подарок для всех жителей региона сделала одна из крупнейших российских корпораций – Роснефть. Официально открыли в конце февраля этого года. На торжественном мероприятии присутствовал и глава республики. Хотя центр открылся месяц назад, здесь уже вовсю функционируют различные кружки. В этом здании на сегодняшний день находится Государственный ансамбль народного танца Ингушетия, находится Республиканский дом народного творчества, работает швейный цех, работает цех по пошиву стенической обуви, работает студия при Государственном ансамбле танца Ингушетии. В центре предусмотрен и просторный хореографический зал, который заряжает музыкой и танцами солисты ансамбля Ингушетия. 5 дней в неделю, с 10 утра до 3 дня эти ребята усердно занимаются здесь. Такой график у них был всегда, даже когда делили помещение с музеем краеведения. Теперь, когда нехватка дополнительных квадратных метров осталась в прошлом, репетиции танцорам доставляют еще больше радости, ведь для них созданы все условия. У нас были ужасные условия. Это было все-таки как-никак старое здание. Уже были трещины, с одной стороны даже уже было опасно там заниматься, но опять же таки было интересно. Но другого места у нас не было, это был наш зал. Вот уже сколько лет, я не знаю, но мой дедушка, которому было 82 года, он говорит, что даже я там танцевал. Тут все есть столовые, есть раздевалки нормальные, душевые. Все удобства у нас тут есть, нам остается только работать. Отдельное помещение занимает костюмерная артистов. Комплекты мужской и женской одежды, бережно упакованные в чехлы, так и радуют глаз изобилием красок и различных узоров. Несколько из них – творение рук самих работников центра. В соседнем помещении рядом с костюмерной работает швейный цех. Хоть его запустили относительно недавно, здесь уже успели выполнить много заказов. Даже сейчас они заняты пошивом костюмов, уже для другого заказа. Нам надо в короткий срок успеть 35 костюмов шить. Мы шьем детскому ансамблю СИК Строицка. У нас национальные платья, чукли и черкесские для мальчиков. В данное время у нас эта вышивка идет, ручная работа. Гордость центра – собственный музей госансамбля Ингушетия. В многочисленных кубках, грамотах и памятных нарядах отразился весь их 25-летний труд. Особое место в середине зала занимает стеклянная витрина. Здесь собраны кубки почти со всех конкурсов, когда 17 лет назад ансамбль гастролировал по Италии. Тогда солисты труппы произвели большой фурор на итальянской сцене не только в танце, но и в музыке. Певец у нас был, оперный певец был, Татьяна Мизерна и Амирхан Аздоев, да. Вот мы их туда забирали. Вы представляете, когда они вышли дуэтом и на итальянском языке начали петь песню, там вообще рев такой стоял в зале. Ингуши, которых они не могли на карте найти, да, вот они такие, и на их родном языке они поют оперу, классику. Также в центре разместился и Дом народного творчества. Его сотрудники занимаются курированием творческой деятельности всех домов культуры в республике, оказывают методическую и практическую помощь, а также занимаются совершенствованием кружков клубной деятельности в различных ДК. По словам директора Дома народного творчества, в последнее время культурному развитию в республике оказывают большое внимание, что не может не радовать. Есть вещи первостепенные. Есть вещи второстепенные. С образованием в республике, конечно, первостепенно это было, если взять социальную сферу, это была медицина, в первую очередь. Если больному человеку зачем клуб? Правильно? Сначала медицина, вот это правильная политика руководства. Потом образование, безграмотному человеку зачем клуб? Потом уже культура и спорт. Вы понимаете? Вот уже настала очередь наша работников культуры для того, чтобы посмотрели в нашу сторону и помогали бы нам. Кроме творческих кружков, здесь задействовано 3 зала, где находятся бильярдная, теннисный корт и тир. Как отмечают сотрудники центра, желающих провести здесь свой досуг с каждым днем становится все больше и больше. Дана Плиева, Майрбек Миржоев, Новости 24.